Такие грустные какие-то. Жалко же, конечно. Ну что просто прижились. Одной семьей живем. Готовимся. Жестко готовитесь, Виталий. Температура воздуха плюс 27 градусов. Муксон, чир, вот этот балык, нельма. Оленина, жеребятина, мясо, лося есть в вакууме. Что такое? Это оленина и жеребятина. Дуэт. А что здесь из местного доморожка? А чир копченый, да, ты взял? Я вам это реально таких вот крупненьких. Вот мы собрались на нашем финальном, на нашем торжественном ужине, который завершает нашу программу. Мы много чего открыли для себя, в себе, друг в друге, наверное, что-то кто-то открыл. Мы полюбили друг друга, я думаю. Ребят, давайте выпьем за выдержку, за нашу выносливость, ну и за тот бренд, который собрал нас 10 минут. Я думал, что получу впечатление, но я не думал, что получу их столько. Идея была только одна – пройти это испытание, достигнуть какой-то определенной цели, а завтра уже думать только о завтрашнем дне. На самом деле, каждый день мы такой на грани, да, и плечо друга, мы здесь все друзья уже, позволили каждому дойти до финиша. Это лишний раз подтверждает, что те люди, которые занимаются таким делом, которые имеют определенные успехи, они просто вот, ну, родные мыслями, родные менталитетом, у них общий интерес. Спасибо большое, что вы приехали, вы настоящие герои. Якутия открылась для вас, пока даст вам хорошую погоду, это будет очень редко. Вы молодцы, вы герои. Хочу всех поблагодарить за данный тур. Руи, Экспедиция в тундру стала точнее наградой нашим партнерам, дистрибьюторам компании Татспиртпром. Победители этой программы стали как раз и участниками экспедиции. Кроме дистрибьюторов, также участвовали в этой программе наши сотрудники, лучшие сотрудники компании Татспиртпром. Идея вообще экспедиции, она заключается в том, чтобы показать нашим друзьям, нашим партнерам и нашим сотрудникам лучше, показать настоящую тундру. Вот со всей ее где-то жесткостью, со всей ее красотой, со всей ее силой. То есть вот тундра в реальности, вот это была наша идея. Как раз то, чтобы люди ощутили в полной мере всю прелесть тундры. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте здесь соберемся. Здравствуйте. Хорошая погода вас застала. В общем, такого не было. Я была очень удивлена той жаре, которой нас встретил Якутск. Я вообще не ожидала, хотя мы вроде собирались, готовились. Якутия встретила, так скажем, не по-северному, а по-южному. В Якутске плюс 35. Для меня это вообще был шок. Я в последний момент затолкала там 2 шорты, 3 футболки, какую-то летнюю обувь. Это было вот в последний момент. То есть вообще никто не знала, что это за город.
ощущение такое, что я попал не на север, а куда-то там, в родные края. Ездим много по России, разных городов навидались, обычный провинциальный город. В целом, я скажу, Якутск город меня впечатлил тем, что он чистый, очень ухоженный. Меня поразило то, что люди гуляют, люди спокойные, люди интересные. Меня больше всего поразило то, что якуты народ спортивный. То есть ребята молодые, которые гуляют, они такие все достаточно крепкие, достаточно такие серьезные. Попал как будто бы в другую страну, потому что вроде бы разговаривают на другом языке, но как только ты что-то спрашиваешь, сразу же переключается на русский. Вполне добродушно. Не скрою, мне очень-очень хотелось сюда попасть, когда еще на этапе организации была данная поездка. Рвался в эту поездку, да, потому что мне она была интересна. Я сам бы никогда не собрался сюда к вам приехать, поэтому мне было интересно. Первый день, когда встречающих туристов надо бегом-бегом провести по всем магазинам, где надо покупать сувениры. Неожиданно появились там музеи. Да, есть достойные картины, есть достойные скульптуры, которые я сфотографировал там. Когда мы ходили по музеям, я смотрел вообще вашу культуру. Мне очень понравилось. Я как-то, шаманы. А когда я увидела эту картину, анимированную мне это впечатлило немного. Да, картина такая, запоминающаяся для меня была. Спасибо. Люди очень искренние, очень открытые, очень дружелюбные. Они на любой порыв, они сразу откликаются. Это очень приятно, это действительно очень ценное качество. Наверное, в действительности люди в Сибири, они привыкли к таким суровому климату, и взамен получаем таких очень добросердечных, открытых людей. Я не покупал, подарили. Да, нормально. Мы сейчас едем в Чачор-Муран. Свадьбы сегодня, выпускные. Вот мы находимся в центральной Якутии, вот это все Якутия. Наш путь лежит в Бадагай, вот сюда. То есть мы смотрел, пролетим такой участок. Полторы, да? Это на самолете 700 километров. 700 километров. 700 километров. Самолет. Да, и отсюда мы полетим на вертолете уже вот сюда, в эту местность. Остах называется. Остах, вот это река Остах. Это Адыча, это Яна. Если очень повезет, то вы поймаете какого-то имени. Да ладно? Да. Я хочу вас сегодня поздравить, во-первых, с тем, что вы победили, с тем, что вы лидеры в своих регионах, с тем, что вы молодцы. Поблагодарить вас очень-очень за то, что вы вместе с нами развиваете нашу компанию, помогаете нам расти, помогаете нам развиваться на федеральном уровне. Выиграли по Приволжскому федеральному округу. Не то, что выиграли, а заработали. Мы реально продавали продукт. И вам, дорогие коллеги, тоже спасибо за это же. Здесь вот такой вот сувенирчик, на подставочке. Вот изготовлен из алмазной крошки. Вот здесь, видите, печать и сертификат.
Едем на СХ, национальный якутский праздник, вместо Сучхаты. Это 20 километров от города Якутска. Ну, в первую очередь, это праздник Исаак. Это что-то невероятное. Мы приехали на это мероприятие, ехали долго, потому что было очень много машин. Машины стояли на далеком расстоянии от мероприятия самого. Люди дальше шли пешком. Тут поразило, что у нас есть аналогичный праздник, Сабантуй называется, но он у нас проходит точно так же, вот, наверное, развернуто, масштабно, но нету какого-то единого центра. Но такого, чтобы весь город приехал в одно место, собрался. И похоже, что не только город, а еще и районы, улусы, да, близлежащие. Вот, это было очень здорово. Очень поразило трогательное отношение якутов к своей культуре, к своей религии, к своим традициям. Это было первое такое очень сильное впечатление. Для меня не что-то такое новое, просто это масштабнее происходит, чем у нас. У нас Катуи в каждой деревне проходит, ну не в каждой, в районных центрах. Атмосфера была, конечно, очень доброжелательная, очень солнечная. Недаром праздник-то приурочен к тому, что это праздник солнца. А люди приходят, потому что верят в это. То, что мы видели на празднике, это просто очень мощно, очень сильно. И когда уже пришло время вот именно непосредственно самого обряда, ну, это тронуло до глубины души. Не снимаем. Телефоны далеко. Проходят вот эти обряды, мы тоже, кстати, прошли эти обряды. Это что-то магическое вообще. Ощущаешь силу. Вот реально после вот этого обряда Алгыс мы все ощутили такой прилив сил. Мы прошли, перешагнув через каждый пенечек, отдав дань солнцу, открыв свою душу, отдав все плохое, я так понимаю, очистив свою душу. Вы должны стать примером для своих детей, внуков и потомков. 8 божеств якутских, которые находятся в космосе, пускай они вас благословляют, вашу драгоценную, хорошую жизнь в среднем мире. Люди с удовольствием одеваются в национальные наряды, надевают лучшие украшения. У меня было такое ощущение, что я попал в какой-то вот 18 век. Дамы в шляпках, мужики с кенжиками. Такое количество шло именно просто смотреть, участвовать в хороводе, просто пришли гулять, себя показать, да? И они все в национальных костюмах, в серебряных вот этих просто завораживающих украшениях. Столько серебра, наверное, на человеке я больше не видела, да? Девушки просто невероятно красивые, вот, да, я себе вот тоже приобрела. Это же не каждому шили и выдали, да? Каждый человек приготовил для себя костюм. У нас на праздник придет, ну, может быть, 100 костюмов, а у вас 16 тысяч, по-моему. Ну, это просто масштаб другой. В якутском языке много знакомых нам слов. То есть по контексту мы понимаем, о чем идет речь. Тем более это же театрализованный какой-то здесь. То есть ясно, где птицы прилетели, где шаман вышел, где олени пробежали, где с березой пришли, там вот символ там, дерева жизни. Да? То есть, в общем, все было вот понятно. Объединимся в едином нескончаемом круге мира Осохой. Вся толпа народа, и мы с ними, вышли на эту громадную поляну и станцевали именно вот этот обрядный танец Осоха. Все, кто был на этом празднике, встали в эти огромные хороводы, много-много кругов, взялись за руки. Я не знаю, сколько тысяч людей участвовало в этом хороводе, но ты чувствуешь
полнейшее единение просто с этим народом. Когда незнакомый человек, рядом находящийся, берет тебя за руку, и просто вот они тебе даже подсказывают, как это нужно делать, понимая, что ты это не знаешь. Стали кружиться вот в этом танце, то есть, вот это уже начало пробирать. Это просто такая мощная закрутка энергии. Это, конечно, колоссально, конечно, там до мурашек вот так. Причем этих колец было, я не знаю, я не считал, но я думаю, колец где-то 10 было. Потому что в один круг все не помещались. Мощь чувствовалась, энергетика невероятная просто. Все такое единение, вот все и все мы едины, вот мы все взялись за руки, это было очень удивительно. Такой всплеск эмоциональный. Офигенный. Это просто тысячи людей, которые танцуют вместе. И мы попали на него, это раз в жизни можно делать. Какой даже можно не попасть за всю жизнь. Да вообще капец. Сейчас могу станцевать. Только паровоз. Дайте. И все. Это вообще мощно. Энергетика сумасшедшая просто. Это как, знаешь, как все собрались, а и пошли. Танец Асоха – это что-то. Это коллективно позитивный праздник. Это праздник, который показывает единство народа. Первое судно, на котором мы должны были отправиться к Ленским столбам, сломалось. Вынужденная пересадка с одного корабля на два. Хочу отметить, что ребята подождали, вытерпели, даже гости могли бы начать тут на сами крутить и говорить, что без организации, тем не менее все там адекватно отнеслись, вошли в положение. Обнаружилось, что наш изначально задуманный катер сломался. Нас пришлось перегрузить два поменьше. А скорость какая? Полтинник? Сохранили настрой, сохранили настроение, сохранили силы. Засекайте время. Лена наконец-то попала на Лену. Меня поразила Лена чистотой воды, тем, что она, несмотря на то, что она такая широкая. Очень долго мы добирались до этих столбов, уже устали все, когда же уже мы до них доедем? Когда нам сказали, вот они, мы все повставали, схватили телефон и начали с таким интересом снимать, все запоминать, как же это все выглядит, чтобы потом это не забылось. Гуляю, прибудем Ленские столбы. Вы, ребята, здравствуйте, вы откуда? Из какого города? Да мы сами не местные. Также прошли обряд очищения. Силовита, обычно у них длина начиналась с 2 сантиметров до 10. Это больше. Это просто макет. А потом еще оказалось, что нам надо подняться по ступенькам высоко. Тяжело, жарко, комары кусают. А вы сами-то поднимались выше этой точки или так и не можете? Не верю. Вот там увидите крест поставлен, это мы поставили. Была небольшая нагрузочка, надо было подняться вверх. Кстати, мне было не очень сложно. Я, хотя была самая последняя, обогнала 2 или 3 мужчин, сбежала в эту гору. Нелегко, но нормально. Ожидаемо, тяжелый. Мы же матрасники. Если бы каждый день ходили, наверное, было бы проще. Но надо осилить. Вообще нормально. Нагрузочка такая ощутимая. Кардио. Да. Если бы дома не тренировался, наверное, бы сдох на 1 километре. Все отлично. Ну и сам подъем, это было первое испытание. Подъем был, нам показался очень тяжелый. Вот у нас был хороший, долгий вечер.
знакомство с друзьями, и вот из нас вся эта дурь выходила, пока мы лезли по этой лестнице. Подъем, конечно, был просто такой тяжеловатый для меня, но когда уже доходишь наверх, и когда видишь эти просто необычайные красоты, вся вот эта усталость, она просто вот исчезает напрочь. Дима. Забрали, чуть не помыли. Все, вышло. Да еще не вышло. Я не смотрю, вышло, чуть не вышло. Правда, я говорю, ты говорил, бросай курить. Нет, не слушай. Вот эти вот природные образования вот своим масштабом они поражают. Ты встаешь там и понимаешь, что вот эта вот штука одна, она в миллион раз больше тебя там по объему, да, а этих вещей много на самом деле стоит. Какая-то вот крупинка, да, вот среди вот этого всего. Места уникальные. Действительно, недаром их записали в ЮНЕСКО, одно из чудес света. Это могущество природы, это сила природы, это красота, это что-то, что вообще человеческому разуму недоступно. Это просто надо видеть. Я искупался в этой реке. Вода была 16 градусов, течение было очень сильным. Когда мы искупались, после подъема на Ленские столбы, у меня заряд энергии просто вот восстановился, все, что было потеряно. Какая? Бодрящая. Пожалуйста, застегните ремни безопасности и приведите спинки кресла в вертикальное положение. Командир корабля экипаж желает вам приятного полета. Благодарю за внимание. На таком языке я первый раз слышу вообще, Сразу сурдоперевод идет. По-английски слышал, по-русски слышал, но по-хаски. Классные фотографии Якутии. Якутия очень многообразна. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту Батагай. Температура воздуха за бортом плюс 24 градуса. Багаж получаем здесь, там с самолета багаж. Если не торопимся, мы выгрузим сначала нашего главного пассажира, а потом все спокойно выйдем. Так, хорошо. Вот это наш вертолет, уже готов, нас где-то зарегистрирован, открыт, да. Надо было этих набрать. Зеров. Ну, блин, бешеная техника. Это вообще. На вертолете я не летал. Вообще я летать боюсь. Не потому что не доверяю, потому что от меня ничего не зависит в этот момент. Я не ожидал. Я первый раз полетал на вертолете. Да, вот это был взрыв эмоций. Есть автомобилисты на хороших, дорогих машинах, которые ездят и по своим правилам, да, то есть там соблюдают рядность, полосность. А есть мотоциклисты. Вот вертолетчики — это мотоциклисты в небе. Соответственно, драйв я ощутил, адреналина хапнул. Вообще зачетная штука. Колымага, которую всю болтает во все стороны, блин. Такое ощущение, что она вот-вот упадет. Когда мы летели, видели эту природу, то есть где сразу же и горы, и в то же время и озера, и где-то болотистая местность, и тут же реки, и все это вперемешку. Масштаб такой. Мы несколько кругов сделали над этой горой. Я думаю, боже мой, вообще куда мы попали и что с нами будет? Потому что видно с вертолета, что это вода везде. В каждой кочке там лужа, она отсвечивается от солнца. Никакой жизни, и такой в центре всей этой нежизни стоит домик такой на куриных ножках. Когда вертолет нас высадил, и он начинает залетать, это реально животный страх такой, наверное, какой-то подсознательный. Вот эта вот мощь, вот эта махина, она начинает взлетать, с людей начинают взлетать кепки, начинают лететь коробки. Когда мы как дети радовались там и в самом вертолете, особенно когда я не думал, что на эти эмоции способен, думал, что
все видал уже, как бы там, да, меня ничем не удивишь, нифига, оказывается. Ну, я панически побежал там в какую-то сторону, лишь бы вот не оставаться под этим вертолетом, потому что это такая махина, которая над тобой вот так вот шатается. Кто нас быстро улетел? Он улетел, но обещал вернуться. Мы очень далеко от цивилизации. А он прилетит? Но если вы хорошо себя будете вести. Я не догадывалась, что мы приземлимся к ним, что мы будем жить у подножия. Я не представляла, я думала, нас покружат, нам покажут, и где-то там, вдали, мы будем там вот уже жить. Вы знаете, ощущение, как будто меня снимают в фильме BBC. Это происходит как будто бы не со мной. Невероятно. Здравствуйте! С приездом! Здравствуйте! Как вообще живете? Очень хорошо. Нормально? Я думал, это будет вообще просто под открытым небом. Слава богу, там был даже дом. То есть комары не съели. Это уже здорово. Вот так мы будем жить, здесь мы будем кушать. Нас будут гостеприимные люди здесь кормить вкусной едой. Здесь будем греться, а вот здесь вот будем спать. Пойдем покажу. Здесь прям будет общага такая нормальная. Тык-тык-тык-тык штабелями. И будем храпеть. Больше похож на армию будет. Ну, естественно, первый день это комары, это конечно, что-то. Мы, когда вышли, вот это вот все тебя облепляет, и ты не понимаешь, что с этим делать. И наш как раз сопровождающий Василий сказал, да не надо обращать внимание, в общем-то, привыкните. Я не мог поверить, потому что я комаров, в принципе, ну, не перевариваю, там, наверное, с детства, да. Ну и действительно, вот это на вторые сутки уже пропадает. Ты перестаешь думать о них. Ты одеваешь вот эту защиту. Слава богу, нам предоставили замечательные костюмы. Вы напоминаете армию НАТО. Но не плотской. Это любовь ко всему, к себе в первую очередь. Так что любите себя, давайте. Берите энергию. Камни, они пришельцы из космоса. Они спрятались в этих камнях. Искал ракурсы, да, где сделать красивые фотографии, как вот там поймать то лицо, ту какую-то композицию. То есть, ну вот именно эстетику получал, эстетическое удовольствие. Ну, плюс, да, мегалиты все-таки это, ну, вещи большие, красивые, да, вызывают уважение. Получается так, что если там ленские столбы они поразили, вот, то Кизилях, он ленские столбы тоже уже там отодвинул, как вот на промежуточную стадию, там не столько их не наваляет, это совершенно другой масштаб. Наверное, да, почувствовал, потому что нужно психологически настроиться, да. То есть, когда ты попадаешь в эту атмосферу, в эту природу, да, ты пытаешься себя, ну, как бы настроить на это, да, и прижаться к камню, и получить эту энергию, да. Мы прижимались ко всем, что говорил Ригорета, камням, да, мы хотели получить эту, ну, как бы, эту энергию. И это камень счастья. А что счастье? Конечно, счастье всем надо. Вот ощущение, что ты вот наступаешь на этот мох, и, возможно, ты первый человек, который на него наступил, да, и что вокруг тебя и твоих там вот нескольких друзей вокруг вообще никого нет, вот мы только вот одни, и все зависит от нас. Вот, наверное, вот это вот основное впечатление. Камень знаний. Кому диссертация, кому экзамен сдавать. Ой, пойдем. Младенца, кто хочет рожать или внуков завести, пожалуйста. Пошла я. Здрасте. Бесконечная просто, бесконечная, красивая. Слов, наверное, не хватит для того. Это надо просто увидеть, для того, чтобы понять, что такое тундра. Такие вот сильные шаманы, они как бы поднимаются на 9-е небо, и там информационное поле. И там они все вычитывают, информацию. Вот вам антенна. Что это? Что это? Хочешь посмотреть? Прижмись к камню. Этот камень хамус называется. И эта капля, вот эта вот
Сейчас мы пройдем здесь фиолетовые лучи. Будет очищение. Во-первых, это, конечно же, место святое. Святое для тех людей, кто хочет туда попасть, потому что он понимает, что это непростое место, а таких мест несколько на земле, где, как считается, есть выход в Шамбале. Ощущения, конечно же, очень сильные. Мы люди такого уже времени, когда нами движет технический прогресс, да, и верить в то, что это может помочь или нет, должно пройти какое-то время для того, чтобы мы оценили, действительно это так или нет. Камни, такое ощущение, растут из земли, причем всевозможных форм, очень большущие, нереально стоят под такими уклонами, что, по идее, они должны рухнуть, но они держатся. Сказать о том, что я предполагал, что буду пить из расщелин талую воду желтого цвета с привкусом пыли, с удовольствием иногда. Там воды можете набрать. Ты не смотри, что оно грязное. Это экологически чистая грязь. Ничего не сказать. Это у нас откуда вода-то? Из земли. Снег растаял, лужи. Как он отжимает воду? Камень здоровья. А эти скалы смотрят все на западную сторону. По поверьям якутов, на западной стороне наверху живет бог орлов. Когда вот болезни такие, да, или то бог этот помогает нам. Бог орла. Невероятное восхождение, такое единение с природой. Это просто здорово. Комары не пугают. Покоя, тишины. Комары — это мелочь, это бренность. Но нет, комары это вообще... Я не понимаю, как вы живете. С комарами это такая серьезная штука. Если бы не та экипировка, которую нам приготовила компания, да, то есть не то оборудование, наверное. Нет, якуты нормально к этому, они привычные, они там хвостом машут, их ничего не кусает, нормально. Мы, конечно, там в амбразурах, кремом намазать, таких в панцирях, в скафандрах такие идем. Но реально были готовы, ну, честно, я был не готов к такому количеству. Я понимал, что комаров много, я понимал, что они кусают, что они агрессивны там, и так далее, там. Но что их такое количество может быть, я, конечно, этого не ожидал. Первый день это было что-то, это был ужас. А второй день, ну, наверное, да. Потом ты к этому привыкаешь, и ты, в принципе, ну, так иногда помажешь. То есть ты уже привыкаешь и не замечаешь. Поэтому нормально. Когда я просто ненамазанный, без химзащиты, выходишь из душа, и на тебе одновременно 300 комаров, я не знаю, может их 500 было, я не знаю, сколько их было. Когда я вот вышел из него и понял, что это жесть. После этого комары меня больше не кусали. Они, вернее, меня кусали, но они мне были неинтересны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько американцев? Был классный план за один день спуститься вниз, ловить рыбу и подняться наверх. С вами Бог и с Богом вперед, ребята. В августе хорошо, комаров нет, тепло, Москва.
Второй день был у нас очень такой релакс. Мы были небольшой компанией. Сегодня пойдем неизвестно куда. Куда-то туда, сказала Рина. Или туда. Я нас не принципиально. Оля уже хочет на стойбище, на стоянку. Пошли. Камни вообще живые. Ну, когда уединение, они вот только раскрываются. Вчера мы поняли про уединение. Сегодня забыли. Ну, это вот про это надо говорить все равно. Надо брать палатку и идти куда-нибудь. Да. Отдельно. Отдельно. А то сейчас 9 человек придется. На второй день, когда мы пошли на гору предков, ну там я уже, уже с пониманием и сознанием шел, что надо чего-то. Горы-то непростые, энергетика где-то должна быть. Телефон за 3 дня так и не разрядился. Хотя снимал много, да. Это храм Будды. Здесь приезжали буддисты и нашли свою Будду здесь. Там я уже пытался уйти в себя, то есть поймать. И надо сказать, что да, эти моменты были, то есть и в небе облака были такие, как надо, да, то есть не буду рассказывать, это глубоко личные вещи, вот, да, но тем не менее и облака складывались, вот. Я видел это. Причем я тут же это фотографировал, рассматривал потом 2 дня фотографий. Блин, на фотках нету, но я это видел. Да, фотоаппарат не передает, то есть все то, что там было. Вот мужская сила. О, я уже хочу. Быстрее мальчишки побежали. Думаешь, что не оставят? Зарядились. До пенсии хватит. Ну это свет светит. Глазки, нос, рот. Да, да. Я не вижу. На нас смотрят. Давайте с другой стороны сейчас пойдем. Да, вернемся. С другого ракурса она вообще другой вид. Да? Точно. Он клювит. Орел? Глаза закрываем и все мысли направляем на эти оладушки. Ваши пожелания, ваши мечты. Именно в эти оладушки. Это камни предков. Они сосредоточены именно по всем этим камням. К каждому камню подходишь с определенными желаниями. И ты действительно веришь в это, да? То есть ты понимаешь, что... Потому что камень, он сам по себе имеет какую-то определенную форму, магическую. То есть ты не понимаешь, как природа это создала, но при этом ты понимаешь, что это действительно символизирует какую-то определенную сферу жизни, да? И ты подходишь к этому камню, начинаешь там в мыслях свои желания проговаривать, какие-то мечты там сокровенные.
И ты понимаешь, что ты наполняешься энергией, вот именно в этой сфере наполняешься энергией, и вот наполняешься силой. И понимаешь, что 100% твои желания сбудутся, и все будет хорошо. Это правда. Мы все уединились, кто куда по разные стороны разошлись. Действительно, кто-то там плакал, кто-то просто сидел, мечтал, о чем-то думал. Вот. Ко мне прилетела бабочка после моих мечтаний, села мне на плечо, потом улетела. Вот. Ну, было здорово. Как-то, ну, такую легкость, что ли, я не знаю, все почувствовали, вот, ну, по общению, да. Этот день был очень, мне кажется, для всех, вот, кто ходил именно на эти столбы, такой значимый очень. Ну, это было очень интересно. Я, наверное, не буду посвящать полностью. Но там произошло очень интересное явление для меня. То есть я как бы не особо верующий, хотя люблю всегда верить в это. Но это произошло, то есть птицы, которые мне показывали путь на этой горе. Для меня это было странно. Радугу, которую я видел ее там тоже один. То есть, ну, произошли некоторые события всего за период, там, 1:20. Все сидели, отдыхали, у меня там событий было просто ворох. Я думаю, что это какие-то все-таки знаки, я надеюсь, что они позитивные. Я нашел свой камень предков, я долго думал на нем, размышлял. И я уверен, что вот эта энергетика, она мне там даст что-то новое в жизни. Я подробности не буду рассказывать, это, наверное, личное, глубоко все-таки. Ну, там, я говорю, я там был не один. Что-то есть. Очень есть. Дякую. How you doing? How you doing, Мелочей? 160 на 90. Рыбы много спрашивают. Рыбы мало. Но есть, да? Рыбы мало, 1,5 килограмма. Ну ничего. Через 3 часа будем, сказали. Ну как раз подоспеть к ужину, да? Но меня обманули, сказали, что будет все прекрасно, и цветы дороги. Это было что-то. Я впечатлен. Ноги оторвал. Вообще столько впечатлений положительных. А вот и рыба. Ух ты, рынки. Нет, хариус. Хариус. Если бы я знал. Вот что такое золотая рыбка на самом деле. Лиля, за вас больше всех переживали там. Без комментариев. Зря переживали, молодец. В общем, Лиля, вперед, ты единственный, кто нас сейчас встречает первым. Очень тяжело, но очень приятно. Слушайте, Лиля это железная женщина. Вообще просто. Она уделала всех мужиков, кто был вот с нами. Она просто, она железная, она не устает, как робот. Это рыба. Ой, молодец. Хариус. Я Эффективность поездки. Треть по трясине, треть по ручью с водой в гору, а последнюю пускай по этим камням лезет. А березки вот такие переплетенные, ноги путают. Ну, молодец. Ну, молодец. Когда у меня было 6, немецкая 6, у меня все сошлось, понимаешь? Понимаю, у меня тоже. С боевым крещением. Теперь я уже точно дома приеду, скажу, да вы лохи вообще в жизни ничего не понимаете. Полюбас. Дошел, думал, не дойду.
Сначала он говорит, я эту воду пить не буду. Где она, говорит, кипяченая? Да, вот ее, потом уже все. Володя, где-то вода? Ну Ты дайте говоришь, уже пить не попробовать, будешь. ладно. Ну ладно. Потом уже Вот без мы вопросов. поймали вот эту рыбку. А это молодец, молодец. Харюс. Что, хорошие хариусы? Молодцы. Олег, две, Вася одну и еще наш друг. И Вовчика. Остальные все, кто ходил, вообще ничего не поймал, представляете? Костюмы мокрые. Да. Никакие. Гена идет этим хвостом. Даже не потеет. Чё, останавливается? Да нет, ну чуть-чуть, еще 5 километров. Там уже истерика, типа, да ты останови, да что ты за человек? Нет, реально следы медведя. Следы видели. Следы медведя, медвежонка. Прям сняли на видео. Они в этом, вот где трясина вот эта вот, она чуть плохо стоит, прям даже не засохшая, еще вот следы прям такие вот. И этого лося. Медведя видели или только следы? Следы. У них даже сапоги новые. Не кожаные, не блестят. В кроссовочках все Чистенькие, смотри какие. А это что за рыба? Харюс. Она очень нежная рыба. Было интересно, поэтому первый поднял руку, там, что я поеду. Договорились мы, рыбаки, вывезли на лодках 33 километра вверх по реке, и мы ушли в протоки, где вода уже была более-менее чистая. И там пробовали ловить рыбу. Молодец, Василий, что он все искал это место, где мы могли хотя бы рыбу не поймать, но попробовать ее подержать на руках. Тупик. Отлично. Перепускай. Вот. Все, подтягивай и иди. Да. Так. Сам факт того, что мы там были, что я рыбачила, причем мы реально рыбачили полноценно. Я по-любому вас. Не уедем, пока не поймем. Хорошо. Ну, врать не буду, как настоящий рыбак, поскольку я не настоящий. Поэтому получается так, что пытался поймать, не получилось. Но в итоге не я, но наша команда рыбу добыла. Я оттуда прошел. Сюда. Вот. Нет, ну хорошо. Мне нравится. Честно, от души. Такой кайф просто, такая тишина, такая красота. О, вот брысь отсюда. Ой, счастье в якутской воде искупаться. О, спасибо тебе. Ну, наверное, мне повезло просто. Я думаю, что мне повезло. То есть я не рыбак на самом деле. У себя дома мы рыбачим, но рыбачим так, карасиков на фидер таскаем. Ну, рыба очень красивая. Я первый раз форель ловлю. Ну, хариус, форель. Вот. Очень красивая рыбина. То есть вытаскивал веер плавников, парус сверху. Это так раз вот лиловый, там такой фиолетовый. Да, покажи. О, какой красавец. Да, Идеально, Олег, молодец. Ну, действительно, мне с рыбалкой повезло. Очень жалко ребят, которые ходили туда-обратно, не поймали вообще ничего. Вот. Было даже стыдно, как поделиться хотелось, но невозможно этого сделать. Все на полпоклевки не отдашь же, вот это самое, что наполовину у меня, наполовину у тебя. На 2 крючка одну рыбу не вытащишь. Я ничего не дышу. Он дышит в воде. Нормально. Что требуется? Да вы и так идете. В полях мы пойдем пешком сейчас.
Ляхом пойдем пешком. Ну что, вот в очередной раз убедился, что, наверное, все-таки физической подготовки мне недостаточно, но зато сила воли все-таки есть, и она позволяет там вот эти вот вещи преодолевать, несмотря на то, что было очень тяжело. То есть мы не были готовы, то есть когда мы улетали из Казани, да, мы видели программу, я сам был одним из участников там ее разработки, согласования, мы там ее корректировали, думали, как будет интереснее и так далее, и так далее. Но одно дело в Казани сидеть, все вещи делать там на бумаге, а другое дело вот в этом самому участвовать. То есть, вроде как сам маршрут там в 10 километров, он никого не пугал. Потом добавилось дополнительное условие, что это еще и горка. Никто не знал, что придется третий тип по трясине, потом следующую треть по ручью наверх по скользким камням, а последнюю треть ползти раком по камням, значит, уже просто по сухим, но по максимальному этому самому отвесному склону. Если не сдохну, то герой буду. Замыкаю колонну, пока все идут нормально. Эта рыба нам вышла не по деньгам, а по нашим мучениям очень дорогою. Меня Володя сзади шел постоянно, да, и Володя говорил, что он альпинист, да, он постоянно ходит на Эльбрус, он говорит, что мне тяжело, да, то есть действительно испытание, которое нужно было пройти. Я много хожу, и я думал, что в принципе поход будет легкий, но я понял, что такое тундра во всем его проявлении. Ты вроде бы ровная площадка, а ты идешь и понимаешь, что у тебя под ногами не просто мох, а смесь чего-то там, и земли, и камня, и столько камней я в жизни не видел. Именно таких вот камней, гранита, мрамора, все вперемешку, то есть и... Для меня было тяжело, когда здесь на моем уровне головы березы, да, то есть кусты, которые меня цепляют за плечи, руки, да, то есть внизу идет валежник, который, собственно говоря, пересох, путает мои ноги. Дальше идет карликовая березка, которая превращается в паутину такую и путает ноги. Дальше идет тина, болотная такая растаявшая жижа, но на этом все не кончается. Под жижей камни, которые кривые. И ты идешь по ним и не знаешь, как себя вести. Реально это очень сильно выматывает, я оказался к этому не готов. На самом деле в группе были ребята более подготовленные, менее подготовленные. Спортсменов не было, но просто кто-то физически был более выносливый. Важно то, что действительно группа у нас не растянулась. То есть несмотря на то, что там одни и те же отставки, не было этой агрессии, да вы достали, да давайте быстрее, да сколько можно. Все равно все как могли друг друга поддерживали, там за водой друг друга ходили, все друг друга ждали, там по плечу хлопали, ты дошел, молодец. Это чувство единения, это самое главное, тот тимбилдинг, командообразование, ради которого. И не важно, что в общем-то были люди, которые из нашей компании, были приглашенные наши партнеры. Здесь они все были одинаковые. Это медведица с медвежонком шла. Мог представлять собой сопки, покрытые водою, залитые, и ты проваливаешься в них почти по колено. Это такая же нагрузка, примерно как когда вешаешь на ноги специальный утяжелитель. При этом стоит жаркая погода, тебя постоянно кусают очень маленькие, но очень злые комары Якутии, которые живут в тундре. И ты постоянно идешь. Было тяжело, честно говоря. Я не ожидал, что будет тяжело так. Пьем чистую родниковую воду. А никому больше не надо? И если бы не те люди, которые бы со мной шли, да, то есть, которые меня подбодрили, помогали, да, то есть идти. Даже Володя Ким с нами шел, так, я там говорю, Володька, все, уже не могу, а я с тобой подожду, пойдем вместе. Привал. Дождались. Вначале сказали, через 1 километр будет скамеечки. Оказалось, через 3. Договаривались, что идем потихоньку, шпарим, со скоростью лося, как минимум. Я уже устал прям вообще. Если дойду, буду считать себя героем, как минимум я. Вот такая тундра. Подъем составлял, к примеру, мы замеряли где-то 10-15 градусов.
в среднем, да, то есть по высоте. Вроде как мелочь, но это такая крутизна крутая. Это не на машине, ребят, честно. Обулся? Ну, свои. А что, были не свои? Свои как нашел. А Миля спрашивает, что, говорит, у тебя такие старые сапоги? Просто вообще в изнеможении шел об камни. Третий день он уже как-то такой был запрограммированный. Давайте. Хорошо вам прогуляться. Восхождение будет достаточно трудным, поиски воды, смена обуви, одежды, красивые фотографии. Ну что, мы покоряем еще одну вершину. Впереди нас красавицы столбы Киселях. Это там мало народу бывает, а в основном бывает в этих местах. Но там очень мало народу. Там еще лучше, чем Киселях №1. Когда говорят, что людям нужно подняться в такое количество километров, да, что мы смотрели журнал, да, и каждый год там бывает очень маленькое количество людей, у которых большая сила воли, да, чтобы прийти туда и побывать там. И углубимся вглубь веков на 60 миллионов. Давайте в Киселях, ребята, с нами вперед! Вода так и хлестала оттуда. 20 сантиметров мха, залитого водой, это нечто. Вот, все надо испытать когда-то первый раз. Нога проваливается. Когда нога проваливается и дальше грязь, отсюда. Нет, да, пока ты еще не было такого, и то тяжело чувствуется. Олег, слушай. Наблюдатели наши. Когда мы шли на самую высокую точку горы Кизиляк, мне было очень тяжело идти, подниматься туда наверх. А, птицы, маленькие. Тут, собственно говоря, в тундре два пути, да, либо по мху топтаться, да, либо по камням прыгать. Вот, в принципе, энергозатратно и то, но мох мне, я не олень. Мох мне не нравится, да. Мое имя с греческого переводится камень, поэтому мне камни как-то они ближе, да. Поэтому мне проще по камням попрыгать, да. То есть и я люблю твердую опору под ногами, да. И то есть я понимаю, да, что камень может там подвернуться, упасть, да, но тем не менее это ожидаемо, да. Когда ты наступаешь и потом не знаешь, насколько там на 10 или на 15 или на 20 сантиметров провалишься потом, да, и где ты эту опору нащупаешь. Вот это меня напрягает, и по жизни тоже. Через камни, через вот эти какие-то там топи, где ноги проваливаются. И очень длительный был путь. То ты идешь, утопаешь полностью чуть ли не по пояс в тине, то ты перепрыгиваешь с камня на камень, при этом они шевелятся. То есть тебе надо балансировать. Пьешь из лужи, в конце концов, потому что вода у тебя кончилась, тебе набрать ее негде, а ты идешь еще 6 километров, тебе пить хочется. У тебя постоянно мозг, он границы для себя открывает, преодолевает. Вот как-то так, наверное. То есть это преодоление себя, оно нужно.
Для того, чтобы его преодолеть, когда уже преодолеваешь вот это все состояние, ты понимаешь, что ты выполнил какую-то миссию, можно так сказать. Когда ты прыгаешь, как козочка, по этим камням, и когда ты понимаешь, что там впереди уже камень настолько высоко, что тебе трудно перепрыгнуть, и когда впереди идущий мужчина подает тебе руку, ну, в общем-то, такая вот взаимовыручка, она, конечно, очень дорого стоит. Мне очень хотелось попасть на этот Стоунхендж, мне очень не хотелось пойти к разбившемуся самолету. Вот, соответственно, я сделал все возможное, чтобы группа не пошла туда. метр, прошли 3640 метров, все нормально. Подъем проходит в режиме. Ага. Ну не сейчас же? Не, а гора выше там? Не, мы на ту, которая выше, давайте пойдем. Не, подождите, он хочет туда подняться. А выше есть гора? Есть. А далеко? Очень далеко, отсюда. Близко. Ближе, чем это? Давайте там не списать. Все идут нормально, никто не отстает. Отстаю только я. 26 столбов. И что они 20 означают? лунным камнем. Лунный камень. Тундра, горы – это в первую очередь преодоление. И преодоление не тех препятствий, которые у нас были, а преодоление себя. Спрашиваешь у себя, да, идти или остановиться, вернуться. Поднимаешь себя за все свои места и несешь дальше вперед. Это тяжело физически, но при этом, когда ты это делаешь, ты получаешь невероятный кайф, что ты пришел, ты победил себя. Стоунхендж, якутский. Всегда считаешь, что вот здесь ты упадешь. Нет, не упал. Еще прошел, опять нет, не упал. Это такое доставляет удовольствие. В полной мере ощутили все, что тундра может дать. То есть мы испытали все. Это было реальное испытание, это было тяжело, но мы это преодолели, и мы гордимся собой. У всех на самом деле совершенно разные интересы. Мы по социальной лестнице тоже совершенно на разных уровнях находимся. Здесь среди нас есть и владельцы компании, есть нанятые люди. Вот. Но, тем не менее, вот в этой среде, в этой природе, вот какие-то вся эта шелуха слетает, вот, да, остается, в принципе, само нутро, сам стержень. И я видел, что, в принципе, здесь случайных людей не было. То есть все там оказались, это вот те ребята, с которыми, как говорится, в разведку я пошел и уверен, что не подвел бы никто. На самом деле это была экспедиция, а не то, что просто халява. Да? Люди приехали, посидели, галочку сделали и уехали. Мы действительно попали в определенные экстремальные условия, да, через которые прошли. Коллектив, команда, все люди очень хорошие. Вот на самом деле ты ощущаешь в какие-то трудности, да, что люди действительно могут подать руку, да, могут дать глоток воды или еще чего-то. Да, желание загадал. Искренне надеюсь, что они сбудутся, потому что загадывал их с чистой душой и ничего противозаконного и аморального не загадывал, да. Поднялись на гору, прошли тоже обряд, когда загадываешь желание. Потом какая-то такая легкость, как будто этого подъема даже не было. Все, что у тебя на душе висело, плохое уходит. 1255 метров. Вот так. Сколько? 1255. Хочется начать жить заново. Понимаешь, насколько ты ничтожен по сравнению с тем, что такой весь мир. И понимаешь того, что нужно жить правильно, в гармонии с миром. Это камень мудреца. А спереди него
писарь небесный, который судьбы ваши записывает. Мы посетили самое высокое место на Киселях, о чем свидетельствует еще в советское время поставленный пункт триангуляции, геодезический знак. Я медаль получил. Геодезического пункта. Горизонт, он где-то там вообще далеко-далеко. И ты понимаешь, что ты одна, и, наша группа, и больше никого вообще нет. Вот ты смотришь до горизонта, ветер, вот этот воздухный, свежайший, какой-то он, я не знаю, сладкий, не знаю, травянистый, горный, отпечаток в памяти, который я надеюсь сохранить.